Современная медицина включает в себя не только лечение болезней, но и такие этапы, как профилактика и реабилитация. Сегодня перед здравоохранением республики стоит задача разработать реабилитационный комплекс. В целом реабилитационная служба, если сравнивать то, как у нас было 5 лет назад, то 5 лет назад, в принципе, реабилитационная служба была у нас представлена в основном узким сегментом спортивной медицины. А министрами и Борисовой, и в последующем уже сейчас Афанасьевой держится четкая позиция, которую определил глава республики, о том, что реабилитация должна быть комплексной. Сегодня мы уже, наверное, если вот сейчас по истечении 5 лет мы говорим, что мы основу заложили, нам нужно в дальнейшем, вот сейчас мы посмотрели палату ПИТ, уже говорить о том, что в принципе первый этап реабилитации, например, проходит тогда, когда человек лежит в больнице. На второй этап в палату ПИТ тяжелый, он может уже сюда поступать. И с третьим этапом спускаться вниз и уже дальше продолжить на всех аппаратах эту, значит, реабилитацию. На настоящий момент она у нас еще пока по республике разрозненная, и очень часто люди находятся в поиске, а сейчас получится один путь, одно окно. В Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины проводится комплексное лечение больных. Я попал по направлению после протезирования бедра, шейки по направлению от участкового обладаемого врача. Все вот направили меня сюда. Очень рад, что я попал сюда. На самом деле, я говорю, здесь и персонал, здесь и, как сказать, начиная от младшего, вот от санитарки начиная, кончая лечащих врачей. Здесь такое отношение, я не знаю, лучше, мне кажется, чем дома. Питание вообще здесь исключительное. На самом деле, а к старикам вообще здорово относятся. Очень здорово. Все, что здесь, как сказать, все, что необходимо для вот реабилитации, для выздоровления, все, здесь все есть. Вообще даже нареканий, вот от души, я честно говорю, вообще никаких нареканий. После ДТП ходить не могла вообще. Вот, меня сюда как бы взяли, я начала уже ходить, двигаться, уже как бы колено начала сгибаться, как бы занимается, ЛФК пользу идет. Спасибо своему тоже лечащему врачу. Очень много назначил лечения, что пошло в пользу. Массаж, физкультура, физиотерапия. Вот такое вот как бы идет в пользу. Только начинаю ходить, восстанавливаться. Очень тяжелое ДТП было. Вот, и только начинаю как бы это. А когда я сюда поступила, я не ходила вообще. Мне все нормально. Я после ковида. Конечно, есть движение, есть у меня. Вот. Давление нормально у меня все сейчас. Я очень благодарна своей участковой врачу. Это молодая девушка, я там много работала. Она меня здесь отправила. И вот здесь очень хорошо кушаю. Персонал очень хороший. И вот Миша, Денис, все очень хорошие инструктора. Мы всем благодарны. За 5 лет бывшее отделение спортивной медицины превратилось, благодаря целенаправленной работе правительства, в центр реабилитации с высококвалифицированными специалистами и современным оснащением. Что 5 лет назад было, да, у нас фактически было отделение спортивной медицины. И за 5 лет у нас развития вот от 42 штатных единиц, мы начинали от 14,75, и сейчас у нас 306 штатных единиц обученных, высококвалифицированных специалистов. И мы оснащены по порядку Министерства здравоохранения 788, почти 100% оснастились. Да? То есть было поручение главы Александра Сергеевича. И сначала у нас ковидная история была, да, в 2020 году наше учреждение занималось постковидной реабилитацией. И прошли у нас постковидную реабилитацию где-то около порядка 2800 человек. Мы сделали 457 телемедицинских консультаций для пациентов, которые перенесли легкой степени. И затем уже мы с апреля 2022 года, то есть по поручению главы Александра Сергеевича, мы здесь уже на нашем центре, на нашей базе открыли именно для медицинскую реабилитацию для участников СВО. На сегодняшний день у нас прошли медицинскую реабилитацию 91 пациентов. То еще плюсом у нас 58 это родственников и 33 детей.
Центр реабилитации сегодня – это высокопрофессиональные специалисты. В комплекс входит и санаторий «Абалах». Во-первых, комплекс учреждений в том числе входит и санаторий «Абалах». Уже не раз мы подходили к этому снаряду, да, для того, чтобы его поднять. Но я думаю, что у нас сейчас появятся все возможности. Мы понимаем от базовки, как это делать, и по Абалаху мы еще дальше будем продолжать работу. У нас есть направление, которое нужно развивать, в том числе по реабилитации в других больницах. Это и в РБ-3, и в РБ-1. Ну, то есть ядро реабилитации мы создали, а дальше я думаю, что, по крайней мере, есть удовлетворение, что служба создана с нуля. По системе обязательного медицинского страхования все пациенты Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины проходят лечение бесплатно. Получает по месту жительства, наше население Республики Саха-Якутия, или по у нас Центра сопровождения пациентов Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Ну, наверное, где-то полгода назад еще раз смотрели весь путь пациента, выявили, где у нас есть такие определенные проблемы. Есть иногда сложности с районами, это безусловно, да, есть нескоординированность ряда действий, наша где-то Минтруда, но я думаю, что мы, в общем-то, уже сегодня стараемся, в общем-то, эти ситуации более исключать. Уделяется сегодня в здравоохранении республики большое внимание оказанию паллиативной помощи для того, чтобы не оставлять неизлечимых больных один на один со своей проблемой, повысить качество их жизни, помочь справиться со страхами и облегчить боль. На помощь приходит паллиативный центр. Нам очень хотелось для того, чтобы вот Кангаласский паллиативный комплекс, который существует, я его именно так называла, да, был в более лучших условиях, потому что вот, мы обращали внимание, и наши больницы говорили, что тот уход паллиативный, который осуществлялся в Кангаласах, он был действительно намного даже лучше, чем в некоторых семьях относительно стариков. Да? Почему? Потому что это реально профессиональная медицинская деятельность. Мы очень были удовлетворены, что у нас появилась такая возможность благодаря вот решению главы республики. Во-первых, выделение денег на паллиативку, затем вот было найдено здание, в котором, значит, коллеги, значит, проложили достаточно серьезную такую медицинскую логистическую историю, можно сказать, да, потому что вы же видите здесь открытые фронт-офисы, как бы все открыто, очень все светло, да, и вот появился у нас такой центр паллиативной помощи. Хотел бы подчеркнуть о том, что ни один пациент, который будет нуждаться в данной помощи, не останется, как говорится, на стороне. Каждый нуждающийся, получит его на самом деле. Просто здесь, вот особенно в паллиативке, работают особенные доктора, да, они, как бы у них вот это вот чувство, такое, знаете, милосердия, да, и чувство сострадания, ну, оно у всех у докторов, безусловно, на высоком уровне, а здесь оно такое вот прям обостренное очень сильно, и я уверена, что о больных здесь заботятся как о своих родственниках. Это условия достаточно на высоком уровне, и в целом в настоящий момент она отвечает всем нашим потребностям. Конечно, какие-то небольшие, может, технические изменения, может, потребуются, но она не так критична на самом деле. Сейчас пока все нас удовлетворяет полностью. Исторически так сложилось, что медицина призвана лечить болезни человечества. Но сегодня задачей здравоохранения является не только лечение больных, но и сохранение здоровья изначально, предупреждение болезней, по-медицински профилактика. В исполнении национального проекта вот, и здравоохранение, и демография. Ведь мы же не просто так в стране начали считать систематически занимающимися разными видами спорта, да? А считали для того, чтобы сохранить здоровье. Ну, наверное, очень многие сегодня считают свои 10 тысяч шагов, да? Уже практически у всех на гаджетах стоит, ты прошел 10 тысяч или не прошел, да? Иногда, значит, девушка, которая у тебя в телефоне, она часто тебе говорит, остановили тренировку, это плохо, идите дальше, да? То есть вот эти вот вещи, они сегодня для нашего здоровья. Это очень важно. И очень здорово, что они поддерживаются. Какая у нас профилактическая работа? Безусловно, диспансеризация. Диспансеризация, я всех призываю проходить регулярную диспансеризацию. Есть у нас диспансеризация плановая, есть диспансеризация по годам, но чем чаще мы будем проверяться,
Чем больше мы будем знать о том, как предотвратить инфаркт, инсульт, от этого мы дольше проживем, пока приедет доктор, да? Валерьевна, какой вы могли бы дать совет нашим зрителям, что нужно делать для того, чтобы сохранить свое здоровье? Не бояться приходить в больницу, в том числе в дни здорового ребенка для мам. Да, как бы они были, есть и будут приводить туда ребятишек. Соответственно, значит, в дни диспансеризации, проходить диспансеризацию, это очень важно. Да? Гордиться тем, что ты прошел чекап и знать, как у вас там по состоянию крови. Ну, не зацикливаться на этом вообще, да? Но, тем не менее, следите за своей одышкой и всем остальным. Ну, чем быстрее мы, в общем-то, чем мы будем здоровее, тем мы будем дольше для своих детей, внуков проживать и, в общем-то, достойно проживать того, чтобы, значит, им помощь оказывать. Время же в настоящий момент очень сложное. Не бойтесь к нам ходить в больницы. Вот больница, вот обратили внимание, что очень многие больницы, вот как если говорить о больнице офтальмологии, да, там висят картины, как-то так, вот вообще как будто это не больничное учреждение. Вот здесь, вот в РКБ, в РБ-3, да, вы видите разных там, значит, какие-то такие вот вещи, которые далеки уже от строгих больничных палат. Ну и такую главную задачу мы ставим главных врачам. Я очень люблю Центральную районную больницу, Верхневилюйскую, да. Очень люблю Вилюйскую новую больницу. Почему? Потому что там тоже все отслеживается, делается, очень уютные больницы, да. У Егора Анатольевича, у главного врача Центральной районной больницы Вилюйской, значит, на пациентов одевается, значит, браслет, и он отслеживается по движению по всей больнице. Так это вот Вилюйский, до которого там очень далеко дойти, да. А какие красивые у нас ФАПы, врачебные амбулатории в Татинском улусе. Ну, они прям вот просто красивые, уютные. Не надо бояться ходить в больницу. Не только больные люди, мы туда просто ходим для профилактики. То есть медицина доступна для каждого? Для каждого, однозначно. Она однозначно доступна для каждого, а просто-напросто нужно идти и записываться. Да, есть сложности, они у всех бывают, но мы с ними будем дальше бороться. Спасибо, Ольга Владимировна. Медицина сегодня доступна каждому. И ваше здоровье – это ваша история в настоящем.